День добрый, дорогие сябры. Ведаеце, што летась в серии «Радио Свобода» вышла вот такая выдатная книга, якая до Могилёва пакуль што яшчэ не дайшла, не даехала. Вот сегодня мы здолеем яе и придбать, и пачуць про тых людей, якія спрычыніліся, стали причиной выдания этой книги. И до нас так само приехали не просто выдавцы, не просто журналисты, не просто письменники, а люди, якіх мы уже давно не бачили. Это, например, господар Сергей Дубовец. Год назад до нас приезжал господар Сергей Харевский, я ему так само дуже радий бачити. Снігер, Бартосик, письменник Барт, так само несколько разов был в этом Кавказе. Ну, я просто правда тут перший раз і вельми приємно бачити стільки позитивних тварів вокруг. Скажу про эту книжку, что это такое, ну как увести в курс права. Речь в том, что ну, вы все судовно разумеете, в який час мы живем. И можно назвать головную рису сегодняшнего человека в Беларуси. Это человек, який мыслить себе сегодняшним днем, не думая про минулое, не думая про завтрашний день. И он, как сказал один белорусский философ, наедается свободой, персональной свободой. И он, набывая некие материальные доброты, и он, выезжая за мяжу, и он, купляя машину и так далее, и так далее. И, как сказал этот самый философ, что покуль человек не наестся этой персональной свободой, и он не почне думать о категориях минулого, завтрашнего, бо коли він полезе в Париж уже третій раз, у його вже з'явиться перспектива часу. Це вже значить, що щось було і щось буде. Ясно, що я не у всіх тотально маю на увазі людей, але у більшості своєї білоруси живуть таким чином. І один з виників такой характеристики часу есть то, что у Беларуси не пишется история. В Беларуси пишется история старожитных часов 19-го столетия, что здесь пишется про войну, про сталинские репрессии. А если взять, скажем, отрезок часу, что было 30 годов тому, это никто не доследует, не вылучая, не формулює для наступних поколений, а що було 30 років тому, а що було 20 років тому. А яким чином в Білорусі відбулася така трансформація, що був Совєтський Союз, і бац, і незалежна країна, які зовсім інші порядки. Історія, я думаю, не пишется с той самой причины, про яку казав той один белорусский философ, что люди живут сегодняшним днем и навіть у одлеглости своего приватного особистого отведенного им життєвого часу не мыслят категориями, а что было со мной, что со мной было 20 годов тому, что со мной было 30 годов тому. И вот с протесту супротив такой ситуации, бо я, скажем, жил 30 годов тому, и я ведаю, что было 30 годов тому, просто это нигде ніяк не ілюстровано, не зафіксовано. Возникла ідея зробити вот эту книгу про першее белорусское публичное об'єднання молоді, яке возникло в Мінську в 80-х годах, белорусскую майстровню. И
я мог бы сесть и написать просто от себя эту книгу, то, что мне памятается, але ясно, что многие детали не памятаются, многие, может, и не ведалися. И тому книжка была сделана хитрым чином. Было собрано 50 человек, удельников тых подеев, удельников этой майстровни. И эти 50 человек 50 разов распавялі про свое бачение того, что было, могло их бачение не супадать с моим, с інших героев этой книги, але так ці інакш мы атрымалі некую объективную, ну, ці адносна объективную картину того, что насамрэч адбывалася, потому что ясно, что никаких цензураў ці подкорректировок чужих думок тут не допускалось, бо это в принципе не допускается. И таким чином атрымалася, что ну, вот эти 50 человек створили вот этой, может быть, это первая книжка про историю Беларуси первой половины 80-х годов, с 1980 до 1985. С 80-го, когда возникло это объединение молоді, спочатку их было 30 человек, после их было там 300 человек, на свято их збиралося 3000 человек, после это все стало з'являтися и в інших городах Беларуси, молодежные рухи. После это было, майстровня была прикрыта владами в 85 году, и она одразу ж поділилася на 10 нових майстровнів, які мали вже інші назви. Стала починатися перебудова, 85-й год, 6-й. І вже у 7-8 годі в Білорусі був ну, достатково масовий неформальний рух, їх тоді називали гребливо у партійній пресі неформали. И они занимались белорусской культурой, они несли белорусскую идею, зрозумело, что найперше это была мова. Після, коли їх уже стало ну, не злічити, этих суполок, об'єднання, рухов, коли підійшли часи трансформації, это увесь рух мгновенно политизовался. И они занимались перед этим культурой, реставрацией, археологией, ладили массовые святы народные, там, амаль завсёды это были такие свои летучие университеты, где читались лекции, где они набирались ведов про свою краину, то, что было заборонено, неведомо, забыто. И вот тут они выходят все в политику. И 90-й год, выборы Верховного Совета, тогда еще БССР, с допомогой этого руху Верховный Совет проходит 20 особо, ну, скажем так, патріотичних сил, національно орієнтованих сил, адукованих сил, які і становляться вот этим рычагом, коли в певний момент, уживши всякие тактики, стратегии, удается переиграть эту коммунистичную большесть в Верховном Совете и привести до обвящения незалежности країни. Після короткий період такой полу, ці чверть білорусизації в Білорусі відбувається, після приходить нова влада, ну і все, що було далі, і воно
с 94 года мало изменилось, тому можно вам ничего не рассказывать, вы и так все цудовно ведаете. Але вот про где был зародок этого всего, як это возникло, в этой книжке есть подзаголовок «История одного цуду», потому что тут дается десятки тлумачений, откуль, як і чому це возникло. Але канчаткового такого от рубом далі адказ нема. Хутчэй за все, это некий збег десятков, може сотень обставин, які сышліся в одно, каб это все узнялося. В кожным разе в этой книжцы мы с коллегами поспробовали проанализовать все вот эти механизмы, тонкости, специфику часу на каждом этапе. Заодно рассказать, что мы сами робили, что робили наши сябры, коллеги, и как у читача склалось уражение, вот, и набылись нават веды про то, что это было. И без лишней стиплости скажу, что за отсутностью нормальной истории, книжки про историю тех часов, могу вам эту книжку рекомендовать как книжку по истории. Тем больше, что, повторюсь, хоть я это все збирал, оформил, але тут больше за 50 голосов, больше за 50 авторов. Может быть, я так сумбурно наговорил, не ведаю. Мой коллега, один из героев этой книги, Сергей Харевский, он має больше досвід виступів, лекторства і, може бути, здолее зробити некий свой вариант, свой розповідь про это все мне больше складно и логично. Дякую. Справді Сергій тут вимовно фактично що розклав і розповів про задачу, яка стояла у його як укладальника цієї книги. Що справді тяжковато нечто тут додати. Мені було на той час 15-16 років. І справді моє сябровство з майстровні передвизначило весь мій дальнейший досвід цілком. І сьогодні мені справді вельми тяжко говорити своїм студентам, молодейшим людям. Я виглядав цей світ без комп'ютерів, без мобільних телефонів. Як це все виглядало, коли було дві програми телебачення, одна центральна, вторая республіканська. І як доводилося контактувати безпосередньо один з одним, на щастя, може бути, наше, не про телефон мобільний, не про там різні причиндали, гаджети, а непосредственно домовиться, зустріться, поглядіти один одному в твар, собраться разом, як нечто обміркувати. І цей досвід живого, чоловічого, людського ось этого контакту, конечно, зляпил з нашего поколения інших людей. Про что я сегодня часом, может быть, и ностальгую, со скрухой згадую ті часи, коли ми всі збиралися разом і ніяких не було можливості по-іншому це робити. Коли пели своїм голосом пісні, коли самі там збирали там дроби для вогнища, там секли, там, коли все це робилося не тільки навіть своїми силами, своєї думки, але і руками. І це так само той досвід, який застанеться з нами. Цілком без грошей. Цілком без грошей.
цалком на добраахвотной основе. Мы зашли в эту залу, я сказал Сергею, что поглядзілася, какая зала, так вот, некий дом целый, как уявить себе, как у нас на той час, там 25 годов назад, 30, был свой дом, это просто было нереально вымыслить. Гэтая майстроўня, я вот заспел уже той час, как она была в Белсовпрофе, в Палаце профсоюзов, это маленькая каморка под горищем. Маленькая там боковочка, репетиционный зал, такие пыльные. Это был не такий уже нищимний мінімум, ну, з якого навіть сапраўды тяжко було прадбачити, якую кветку это все врешті-решт расквітнее. И в этом сенсе немагчыма параўноўваць наш час и той час. Это бесплённа. Сапраўды шмат што забываецца, пишутся новые версии истории, там и Кравченком, и Наумчиком. Мы уже бачим, и там есть как бы помылки, и там есть недоходы. И мы забываем, сапраўды, як выглядала тады Беларусь, колькі тады гучала беларускай мовы. Вы уявите себе, что, скажем, напярэдадні выставок проходила комиссия и загадывала мастакам поприбирать там картины, там некие малюнки, где были некие там храмы были. Так? Брані Бог, які крыши, все это прибиралось. Атмосферу ту уявить вельмі тяжко сегодня нам. Бо мы живем в зусім іншій плині, в зусім іншім часі. Разом з тим, я не скажу особисто, что стало там горш для беларушчыны, як это не парадоксально может быть прогучыць з моих уст. Потому что сапраўды напярэдадні так званой этой перастройки, что у Менску, что у Могилеве, пачуць беларускае слово. Я ведаў у Менску, там по пальцах мог перелічыць, сколько человек, якіх я чуў, которые говорили поза своими службовыми обовязками по-белорусски. Не кажучи уже про некие там церкви, костёл, много про это разумеешь. Это была вельми узенькая, мизерная такая прослойка. И то, что мы маем сегодня, якое бы оно ни было, конечно, это все одно недраўнальна больше. Конечно, это не так хутка, не так прыгожа. Наша незалежность атрымала некий такі пакалечаны выгляд. Но в любым разе это все ж іншая умова. И, как нам не паўтарацца один одного, то я закликал бы вас задавать некие пытания, каб оживить нашу размову, это ж наша кола сяброў, и каб у нас потекла такая сяброўская гамона. Может быть, будут пытания до нашего третьего сябра. Одразу питання можна? Так, Кривоска. То бок ви хочете сказати, що феномен майстерні тепер немагчимий? Я так не сказал. Я сказал, что это будут зусім іншыя умовы. Сегодня я это взял по телефону, скинул смс, там, а ранее як домовиться с человеком, який живе там в Чижовце. Бог его ведает. Треба было поехать, зайти там, пойти в университет, знайти в редакции, особисто как-то поговорить. Сегодня дал обвестку в интернете, там, да, ВКонтакте, там, в Фейсбуке, и вот собрались. Да? А усе видите, как... Так магчымы ці немагчымы феномен майстэрні цяпер? Уже давай я скажу. Речь у тым, что феномен майстроўні сегодня немагчымы, потому что сегодня таких суполок, таких зародковых неких осяродкаў в Беларуси есть. Есть у ВНУ, есть там, где на чистом энтузиазме люди избираются для того, как... Іншая рэч, что в этой суполке не могут вырасти у некий рух, бо яны уже не есть, по-перше, уникальные, у своим роде першие. Они не будут першие. И по-другое, яны, ну, есть объективные причины, по яким яны не будут набирать сотни удельников. Ну, бо мы все цудовно ведаем, что там больше за 3 не собираться. Ну, есть некие такие неголосные парадки і галосны у тым ліку, што зараз нават калі адзін выходзіць там павіншаваць сусветным днём роднай мовы да гімназіі, што было з удзельнікам майстроўні, між іншым, Геннікам Лойкам, які ёсць, дарэчы, першы герой гэтай кнігі.
коли він вийшов на Всесвітній день родної мови до гімназії, де вчиться його дитя, і написав транспарант «Віншуємо з Всесвітнім днем родної мови». Ему закрутили руки и дали 5 суток. Вот и вся феноменальность. Ничто не может развиваться вот отвольно, неформально. Коли нас бестили там у свой час, у конце 80-х, как неформальный рух, вот эти часопис политический собеседник, страшно, что эти неформалы. Я навіть заголовки пам'ятаю. Пена на волнах перестройки і поза или позиція. Ну, было шмат таких заголовков. Але гэтых неформалаў ніхто як след за іх не браўся ніколі сілавым парадкам. Наадварот, былі такія палевы, што камсамол павінен узначальваць нефармальную моладзь і павесці за сабой. Была такая з'ява. Вось. А зараз трошки іншая ситуація. Зараз, в принципі, неформальний рух немагчымы. Ну, что ў такой ситуації робити? Ну, як на мою думку, треба абсолютно скеровувати усе сили у освіту, у культуру. Не кондово, ні в якому разі не у стилі там советских політінформаторів, а наоборот, ну, шмат чого і робиться такого. Вот, та ж компанія Будзьма всяких ідей пропонує, і шмат таких компаній є, дрібніших всяких. Ну, вот тільки таке, але як жива супольність, повториться цей феномен. Ну, зараз перейшло в віртуальну таку простору. Речь в тем, что виртуальная простора, она иллюзорная абсолютно. Ну, это так. И А есть там живые люди все. Я бы не сказал, что там живые люди, Ну, потому что вот такий приклад приведу, я этим не займався, я думав, моя чисто журналістська справа глядеть на такі речі. Глядь, Ніка була в Менську флешмоб, там ці акції, і закликали у суполках, у социальных сетках, давайте вот подписывайтесь, кто пойдет, давайте поглядим, сколько нас, и там нечто 1040 заявилось, вышло 40. И это просто свидчит, что виртуальная реальность, она абсолютно иллюзорна. Самое істотне, про що Сергій казав, що справді одна річ зустрітися і поглядати один одному в очі. Ну, про скайп це не зробиш. Хоч ти бачиш і ти в очі, але про скайп не зробиш. Ну, это як альтернатива все ж таки тому, що забороняють. Це альтернатива, це альтернативний свисток, про який ми можемо випускати наші емоції. В той же Ливии, там, где все это было, все ж про скайп это все, про сетки такие социальные. Ну, як подають нам таку інформацію. Ну, може і ми доспіємо до такого. ви маєте на увазі це Ну так, єгипетський Єгипет, так. Там же все, що ось... Ну, моя особиста думка, не дай Бог. Дай Бог нашему народу вирішати свої проблеми на своєму цивілізаційному рівні, а не так, як там, і де при этом абсолютно невідомо, що там буде. Там ситуація абсолютно непредсказальна. Там є куча зараз полемік, теорій, як повпливало Facebook на то, як тахрири зібрати. И есть разные думки, что абсолютно не факт, что это именно Facebook на это повпливало. Есть ще така річ, як інстинкт натовпу, особливо коли натовп виключає ніякі тормози у себе. Це тільки свісні і набігаються до сюди, не треба ніякого Facebook. Це таке трошечки здичення, от скинем ладу. Ну, к белорусам такое не относится. Ну, может быть, это и... Это все-таки такая азиатская больше раз.
Я тут один нюанс дазволю Проца. сказаць, што калі пачыналі мы з нуля, составили ж полного нуля. Ну, конечно, клетки могут раскрепнить на асфальте. Понятно, что некая сила природы разломит этот асфальт, и некая дивная клетка там все равно вырастет, как бы это ни закатывало. Ну, вот проклюнулась некая эта клетка. И когда мы собирались, когда мы говорили, когда мы ладили святы, разлучивали этой песни, делились один за одним своими переживаниями, нами рухали абсолютно позитивные меты. Мы, ну, агитовать это не слушное слово, агитовали за, а не супроть. Я не згадаю, как там в наших нават самых там таемных шарованиях там выспевала конкретная думка звяржэння ўлады там гвалтоўным способам альбо мы імкнуліся штосьці стварыць, ствараючы зруйнаваць. Мы хотели показать іншым хараство сваёй мовы, сваёй культуры. Самі, як, ну, я про сябе скажу, як дзіцё, як пионер там в новом свете открывал для себя колоссальные скарбы, незнанные мне со школы нашего духу, нашей литературы, нашей истории. Ходил, дякуючи Сергею, в белорусский отдел Ленинской библиотеки, поднимали там подшивки, раскрывали эти старые часописы. И мы нечто створали. Это было абсолютно позитивно. То, про что вы говорите, гэта агітацыя супраць. Нічого не маю супраць. Ёсць пэўныя групы, ёсць пэўныя задачы. Калі ёсць сітуацыя, калі дапякае так, што хтосьці бярэ на сябе адказнасць, рабіць тое, што было зроблена в Лібіі, там, Тунісе там, і так далей. Но не трэба при гэтым, тут я зноў падтрымаю Сергея, там фетышызаваць інтэрнэт, напрыклад. Калі в кожнай кватэры з'явіўся тэлефон, это было, ой, там, раней же хадзілі адзін да аднаго госці пазваніць, альбо тэлевізор прыходзілі з 3 кватэр паглядзець, чорна-белы. Гэта проста інструмент. І я настойліва не рэкамендаваў бы яго абагамляць альбо складаць на яго нейкія неўласцівыя яму функцыі. Это просто канал сувязі. Это просто, як в наши гады, телефон. Это только телефон. Это способ одному сказать штосьці для другого. И все. Нічого там в телефоне вы не зменіце. Можна таксама подумать, что вот як з'явіўся телефон, так мы всіх обзвонили, вышли на площадь. Ну, это ж не так. Перед тым, как кудысьці выходзіць, перед тым, як выносіць на публіку свае думкі, трэба ясна сабе уявіць, за што ты. Як казаў Адам Міхнік, што зваліць камунізм – это невеликая справа. Ну, вы не уявляете, какие чвары пасля повылазить. Нет, я не в сенсе того, что нечто завалить там, да, а в сенсе того, что есть у полки там замову. Ну, то есть, об'єднається... Это цудоўна. Скажем, чым перавага, чым я бачу вартасці, так, інтэрнэт. Што я ведаю, што я не самотны. Калі я бачу, што ў мяне там 2-3 тысячи там этих моих фрэндоў, я могу тискнуть кнопку, написать, что вот что я хочу, мне накипело, и 3000 это отрымают, я в этом певен. Я бачу, что я не самотный, что мне пишут, я листую, так, рация, что ранее мне доводилось это походить ножками. И я про что казал, что нас больше, мы уже не с нуля, зусім іншая ситуация, сапраўды ёсць нейкая простора, ёсць нейкая вось эта прослойка, якая зусім немалая, як бы, кто не хотел нас маргинализовать. Но при гэтым все ж таки вельмі важная акалічнасць, что там на самом деле ничего не ствараецца. Туды, в тыя пляцоўкі віртуальныя, пераносяць нейкія прадукты, запазычаныя ці створаныя не там. Нехта все ж спачатку малюе эту картину, альбо все ж таки выбег в поле там на світанку и зрабіў этот кадр, правда? Потом прошел, перанес, там как бы откадровал и только тады залез. Реальное жыццё все ж адбываецца. Ну так, это вельмі зручная
Будем лечить это просто телефоном 30-годовым. Не, ну так, этот кадр поглядеть один сябр, два, три, а Да. так поглядіть там дві. Рація, але яны там не ствараюцца. Мы спачатку все ж таки пішем, малюем, выдумляем песни, где у нас Зміцер Бартосяк, он якраз нам привел этот приклад. Не настраивай. Что, допустим, наш сябра Зміцер, он же не пише в интернете песни. Все ж таки треба, ну, як мінімум, гітару, канапку. Ну, зато можна послухати в інтернеті їх. Так, ну, перед тим, як завість, ми ж повинні мати це реальне життя. Ми повинні ходити на байдарках по річках, ми повинні складати вогнище, ми повинні виходити на гукання весни і водити караводи. Ми повинні нечто створити. А тут і так, ласка, зависит. Після як позвониш, скажеш, слухай, от, нічого відбулося. Ось я там зробив книжку, написав, або там зробив фотоздимок, намалював картину. Там это не створяется. Это добрая, нормальная, как бы, способ коммуникации. Чудовно. Но это не заменить некая Википедия, николь не заменить сядение в реальной библиотеке. И не потому, что там пыл, шебуршение, там и пах книг, как некоторые кажутся. Есть просто культура, когда ты там, например, малюешь, это вживую, да, как бы там пишешь пером, відбувається він складаний психосоматичний процес від кончика твоїх пальців до очей, який не заміниш цим лясканням по клавіатурі. Це інший спосіб, інша діяльність. Сродок зносим і поміж людьми. Як Сродок зносим поміж людьми. Так, як телефон, як телефон. І не треба надавати там чогось більше. Вот, до речі, додам, що по статистиці минулого году колькость у свете продажу мобильных версий сайтов превысила колькость традиционных. Это значит, что то, что мы называем там Фейсбуки, Твиттеры, сайты газет, радио, это все поступово перебирается в телефончик. И оно займает свое место. Это просто зазернул дайджест, что отбылось, нехто тебе написал, ты отказал, не больше того. Так як сьогодні є ілюзія створення там культурних продуктів, що нехто оповідання, там, ну, помер же это Live Journal, правильно? Ну, фактично помер. По Фейсбуку уже оповідання надто не напишеш. Це там виставить вияву некую, так само. А у телефончику это все на угол набиває такі. Это чисто утилитарная прилада для от своей функции. Рано чи поздно вот это все, что мы зараз переживаем, бум, там всякого это электронного счастья, оно просто, як в свой час ускладали там на телевизор суперники, что он там заменит кино, что на кино, что кино заменит театр и так далее. Ничто, ничего не заменяет. Есть развитие технічних гаджетів, справді, і є культура нікуди не діється. І живі чоловічі дочинення нікуди не діються. Їх не заміниш ніякими гаджетами. Просто эта иллюзия скончится и для нас, ну, может, не в этом году, может, про 3 года, а про 3 года докладно, это все просто. Може бути хоч чимось. Сидя у телефончик, а що буде далі, ми наогул не ведаємо. Що ще повилазить, повспливає. Бо все міняється верненько. Зараз поглядеть на эту конкуренцію тих компаній, які займаються з електронікою, там, чорт чого там, напридумляно, що ледь не з прасом буде телефончик получаться, как бы еще и просовать можно было. Все, что на свете. Все, что хочешь, вот у тебя, как казали у нас, взял руку, маешь вечер. Там и все. Ну, понятно, что это вы творцы этих гаджетов, этих все новых и новых прибамбасов, айпадов, айфонов. Понятно, что у них на мете не насыщение культурой масс. У них на мете продаж. А продаж ориентуется на самого среднего человека. Понятно, что мы, когда проведем голосовалку в детячем садку, что мы будем есть на обед, мороженое, там, ці каши. Ну, нам не треба голосовать, правда? Не ведаем.
Ну, дорослый ж нехто стаіць і ведае, што трэба кашу. Значит, выпадают зубы. А в нашей ситуации отрымливается, что там никто не стоит. Никто не дбае про то, ну, чым адгукнецца вот это 30 каналов телебачення, напхатыя рекламой, и як это добьется там послезавтра, ну, как бы, в реальности. Як все это виртуальная реальность. Понятно, что какой бы ни был аккуратный, пригожий там iPad, iPhone, такую книгу в ним читать нудзінавата. По целому шэрагу прычын. Все ж таки, это іншая рэч. Тому я думаю, что нас чакаюць вельмі цікавыя часы. Але менавіта дзеля того, каб не забыть, от чего это шло, дзеля того, каб анализовать, потому что часом у меня з'является такая думка, что белорусская эксклеротики, что не раніца, то новина. Вот можно вот с нуля начала, сначала, глядишь, там какой-нибудь хороший газетный артикул нашей, не там 15-годовой думаю, блин, видишь, как это все по-новому учится. Оп, кликнул, оп, завесил, и народ читает там, навіть не зернувши там, все, как бы, все спочатку. Можно 20 годов тому написано. Да, все можно починать спочатку. Размовы про экологию, про вартости помников, про необходимость мовы, про что написал Горецкий, там, как помер Купала. Глядишь, каждый день находятся новые, которые не ведают, как загинул Купала. Только отрымливается, что на неким этапе все это снова выпадает, снова выпадает, снова выпадает. И вот в этой прослеживании там по полове суток в этом интернете мы же ничего как бы там не робим. Это как твоя метафора про дрова и цятник. Когда мы едем, мы не едем. Что на самом деле сидячи, как бы мы не рухаемся, когда мы едем сегодня. У нас царненько. И мы перетвораемся во всех таких вот пассажиров некого такого экспресса, который сегодня называется там интернет-просторы, и сядзім, нібыта нам здаецца, что мы там поподорожничали по всем свете, залезли там во все дзюрки, там все как бы. На самом деле, это уже не отбылось. Вот варто как бы отключиться, как бы, и озернуться, где ты находишься в реальности. Так чего хотели майстровцы? Чего? Ну, Не хотели ничего бурить, створали по нечто, великим что? рахунку майстровці просто раптом знайшли себе. Майстровці хотели самоидентификации. Майстровцы, ездячи в ту ж Вільню, глядели і думали, чому ми не такі. Ці навіть з українцями могли зустрітися і побачити, чому ми не такі. А ми литовці, у нас своя мова, а ми українці, у нас своя мова, своя культура. Так я ж от от баби приїхав от своєї зв'язки, там і мова своя, і пісні свої, все своє. А чому у нас цього всього немає? Чему мы этим... Давайте этой песни подумаем. Все, кто от бабов ездил, а тогда, ну, традиция была такая, что на лето детей отдавали в вёску до бабулев. И после привозили в город и начинали выбивать вот этот акцент. Ну, в школу пойти, неприлично, не по-городскому разговаривать. Вот это была абсолютно тотальная з'ява. Всіх дітей переучували на это. Наступне літо його знову в вёску добавили, знову його привозять, його знову повний рот этих акцентів. Так було з Богдановичем. Так було з білорусами всю дорогу. А пошли там, може, 200-300 років. Вот. І ми, поглядівши на тих же литовців, поляків, чому поляки мають польську мову, користаються, а ми якби так само маємо, але не користаємося. І тоді ясно, що шлях привів до колосальної самоедукації, тоді у нас навіть була така приказка, доволі поширена, що я скінчав університет, а я скінчав Ленінку, тоді казали, це національну бібліотеку.
просто сядзелі і даставалі з беларускага аддзела какой-нибудь купалу, які быў полузабаронены, там п'еса тутэйшая не дазвалялася. Все это читали. И раптом оказывалось, что все есть. Что и мова наша такая шпанская. Там, все как у Богушевича. Вот, и про двое просто прошло 100 годов, ничего не изменилось. Абсолютно. И вот чего мы хотели? Мы хотели стать самими собой. Людьми зваться. А уличиться, что это припало на такие юные годы, и вся супольность была такая юная, и, как поляки кажут, голова в хмурах, первые эмоции, и все такое. Ясно, что это вельми збило всю эту супольность, зробило абсолютно тривалой, одни ідеали, одні жадання, одні веди, якими хочеться ділитися. І вот это был феномен. Таня, можно? Вам не доводилось оценить себе ту працю, той період, посушити многі льос, а виник знаходження тих людей, майстров, раз 50, 30 годов прошло. Сколько человек с 50, там, сколько было, 150 человек, засталися, так скажем, в Беларуси. Зрозуміло. Сколько, що там з ними відбулося в цей час? Ось, якби, Зрозуміло. по статистику, і ось виник праці, той праці. Ти сказав, що на льосі людей. Ніхто з гэтых людей не став неким негативним чоловіком. Навіть ніхто не співся. Ніхто не дав ніяку там слабину конкретную по житті. Коли ви візьмете цю книгу, ви побачите, що, може бути, полову героїв ви ведаєте і без моєї подсказки. Бо вони всі ніде реалізуються, ніде... Тобто, в певному сенсі, відказом на ваше питання, вся ця книга. Це 50 льосов. І там... Ну вот вы ведаете Сержука Соколова Лойша, чули такое? Сергея Шупу, перекладчика, чули? Далі поспіть. Леона Вольського, чули? Ані патріот. Янка Медведев у вас тут у Могилеве працював довгий час і жив на реставрації костюму. Віктор Аслюк – це самий вибітний на сьогодні білоруський кінодокументаліст, який признаний в світі. Лариса Сімакович, чиї опери йдуть у Мінську філармонії, прем'єри періодично відбуваються. Владимир Попруга, який будує сьогодні Венесуеля мікрорайон. На 60 тисяч чоловік. Дмитра Колоса, ви, напевно, так само ведаєте, перекладчика. Геннадія Мацура, каліграфа білоруського на сьогодні, самого вибітного, який і книжний дизайнер, відомий. Могу перелічувати Ігор Запруцький викладає на філфаку в БДУ, його не брат Сергій там само викладає. І кожний неким боком проявляється і в сьогоднішньому житті. Інцук Вячорка є такий, може чули, малові. Еще есть? І просто треба читати книжку. Вы взялось слово майстровня, ну, это что было? Официальная назва организации, там, как это начиналось? Кто придумал это? И у вас был, я не веду, ну, была организация такая, в якую там треба было вступать? И обратно свершения, там, Ні, нічого такого не було. Там була вельми важна установка, яка, на жаль, сьогодні шмат які білоруські
асяродкі яе не трымаюцца, і это вядзе і да сварак, і да разбурэння, і да ўсяго. Мы адкрыты. Мы, скажем, робім пасярод Менску свята гукання вясны. І мы стараемся яго зрабіць, ну, аж так прывабна, каб вот это все люди, якія збоку стаяць, а як до вас прийсці, як з вами познаёміцца? Welcome. Приходите, вот тады мы збираемся. Нам давали там покойчик на филфаку спочатку, пасля у Белсовпрофі. Приходите. У нас будуть спевки, буде репетиція народної драми «Цар Максимілян». І у нас обов'язково буде лекція. Хто-небудь з наших на яку-небудь тему розповідає то, чого ніхто не ведає. Все, вот это все членство фиксованное, когда его можно так назвать. И приходили всякие неформалы, приходили некие менские хиппи до нас. И все это, дети солнца, все это приймалось, не было никаких, крий Бог, когда человек пришел русскомовный, сказать ему, иди, ты не такий. Крий Бог, ніколи такого не было. Наоборот, йому подобається, він вже хоче сам говорити по-білоруську. І ніхто йому збоку тихенько підкаже те слово, яке він ще не ведає. Це було вельми по-доброму. Ну, просто у нас не було іншого виходу. Коли б ми, тільки б ми поспробували некое членство ввести, обмежувати свої шереги від не таких людей, а не таких до нас не було, то одразу б все маргіналізувалося і зникло. Просто пересварилися між собою, розійшлися і до побачення. Тому внутрішньо всі не було і такої жорсткої установки, що давайте будемо такі добренькі. Внутрішньо всі відчували страшенну потребу бути привабними для людей, для незнайомих людей, там, де завгодно, в тролейбусі, на вулиці, там, куди поїхав в інший город. Что до майстровни, то это назва, ну, литературно унормованное слово майстерня, так? А майстровня это слово в свой час обкатала такая суполка театрально-мастацкая в 20-м году была Владислава Голубка, и мы придумали, створили такую белорусскую театральную майстровню. И мы у них взяли, довго мучився над саммари для этой книжки Дальчик, який у нас, це перекладаю все на свою родную ангельскую мову. І найбільш адекватний варіант, який знайшли, це ательє. По-ангельски это ателье. И когда вдуматься, это справді ателье. Это просто збираються люди, які працюють разом. Працюють разом абсолютно важна річ. Ми їхали зараз у машині, до речі, обмірковували, що у школах відмінили уроки співу у Білорусі. Ну, это просто кошмар. Что такое уроки спева для вот малых детей? Это ж первый коллективный навык. Человек абсолютно одразу социализуется, и он готовый в команде працевать как раз. А вот там есть дівчина и как бы... Про спевы хотела вас запитаться. Ранее традиційно в громадстві всі співали. Навіть зараз прийдете у вёску і запитаєтеся, бабуля кожна скаже, що раніше не було чоловіка у вёсці, який не піяв. У вас так само все починалося з співу, так? Тоді от перше питання. Як вам подається, яка роль сумісних співів у процесі консолідації супольності? И другое питание. Як почували себя люди у майстерні, которые не имели музычной склонности? Которые не могли. По-перше, я скажу, что роль абсолютная. Потому что возьмите ту же Литву, где проводятся шматтысячные, штогодовые спевные святы.
десятки тысяч людей з усієї Литви з'їжджаються, каб співати разом. Скажу зараз трошки такую неполиткорректную речь, что литовский фольклор, и он вельми моцно соступає фольклору белорусскому по багаттю мелодики, там, темов і варіантів, як це можна співати. Тим не менш, це абсолютно спрацьовує, це консолідує людей просто самих різних. Я от когось не люблю, а от ми разом стоїм співаємо. Ну, якби вся ця нелюбов, оказується, яка ціна. Ось. А пробачте, що? Что робили тех, кто не умел спевать? У нас була керівничка Лариса Симакович. Її була консерваторская эдукация хоровой дирижерки, и она только поступила на другую эдукацию композиторскую. Она была нашего веку, и у нее была ее зараз колоссальная энергия, талант, и была тогда идея, а да я возьму с улицы вот 30 человек и сгармонизую их спел так, что это будет звучать как профессийный там хор. Яна професіонал у своїй справі, вона ведає, як ставити цей голос, откуда його доставати у чоловіка, яким чином. І вона от так всіх просто не муштровала, вона працювала з кожним. І у нас справді були вельми некепські співи. Були і такі, хто аж так страшно соромився, що... Мой прикол. Поспівайте. Але ясно, що були такі, хто ухилявся від співу, їх було, звичайно, менше, ніж тих, хто співав. Ну, вона, правда, по виніку зробила виснову, що це не мальчик. Взяти 30 людей з вулиці і зробити професійні співи. Але це такий був досвід, що навіть однойчі вона нас по своих неких знакомствах привела в студию белорусского радио. И мы записали там песен 10 и больше нават. Вот этим 30-голосым хором с улицы. И это передавали по белорусским радио, и никто не подумал, что это люди с улицы. Такая ситуация. В сенсі я от, саме красомовний приклад, я ніякого відчину ніколи до співу не мав і не маю ніяких амбіцій на це. Но поусміхалися, как бы умилилися, как бы на мене глядячи, знайшли мне бурду, четвертым голосом поставили сзади и сказали, вот тягни вот эту ноту. Одну ноту он тягнул тебе. И что, и коли так вот 100 песен протягнешь, как бы, то в голове останется в сердце. Два питання. Я думаю, що зараз шмат білорусів вже з'їхав за межу. Як правило, це доволі edukowane люди, активні. Ці є які контакти з ними, ці групуються, допомагають, мабуть, які культурні програми здійснять на Білорусі. Ці є така з'ява. І друге питання, як ви лічите, зараз в нашому громадстві є який інтерес до Білорусі, здимається він ці? За межу справді з'їхала вельми шмат людей, і мені так само ніяким чином довелося по різних країнах, по білоруських осередках мати дочинення. Я не скажу, що вони аж так добре гуртуються, і що вони кольки-небудь істотно допомагають тому, що робиться тут. Може бути, це часово, може бути, просто повинна стабілізуватися некая моцна білоруська еміграція, яка буде там впливати на Конгрес США, буде слати гроші в Могилев, там, на культурницьку діяльність. Може бути. Хоч мені, щиро кажучи, ведаючи вельми шмат кого з цих людей особисто, мені вельми шкода, що вони
не знаходзяць сабе ужытку тут і вымушаныя з'язджаць. А што тычыцца інтарэсу да беларушчыны, я не сутыкаюся з адваротнай з'явай. Сярод людзей, сярод звычайных людзей я не сутыкаюся з адваротнай з'явай. Хоць 1000 разоў чуў, што как он по-белорусски разговаривает. Давай, видишь, разговариваешь. Вот такая маленькая уже по-белорусски. Вот такое. Я крышку так само долучуся до этого отказа. З'ехало вельмі шмат. Но это зусім не значит, что з'ехали там то, что мы называем там свядомыми белорусами. Масса з'ехала по разных причинам. Многие то приезжают, то отъезжают, многие вертаются. Як я, например, проживши 13 годов в Литве, все ж таки вернулся я таки не один. А диаспора буде могутною, коли буде могутна метрополія. А маючи досвід проживання в Литві, ми ведаємо, яку допомогу діаспорам здійснюють пристойні метрополії. Так, кольки там в Литві допомагає Польща полякам, кольки допомагають габреям там Ізраїль, кольки допомагають Deutschland, там тром своїм німцям в Литві. І є тоді взаємна сувязь. То бок не можна так уявити собі, що чоловік тут поїхав з-за того, що його талент, його веди тут не спотребилися, чортові зуби, где-нибудь там протяребив собі некую стежину, там пустив короні і думає, як би що-нибудь кинуть туди. Так не буває. Коли я цудовно бачив на прикладі діяльності Вільні белорусской гимназии и школы. Вот пока тут была державная мова, покуль был герб и стяг, не было отбою. Битком стремились поступить на белорусское отделение педуниверситета. Была масса заявок на школы, на эту гимназию. Как только стало ведомо, что это там не треба, в Менску, то какие мотивации там детям, правда, язык корректно ламать. Сенс який. Без моцной, привабной метрополии, как это во всех, до речи, остальных нормальных краинах. Приведите мне отворотный приклад, такие как у нас. Ирландия привабная для ирландцев, Польша для поляков, там, Израиль для габреев, и она есть выказниками неких их интересов. И понятно, что не шкода. Ну, допустим, являемся какую-то фантастичную там ситуацию, что отец нации с Лондона привези сюда там всю свою библиотеку. Кому? Бриллиант, что ли? И передаст это под щелканье фотоаппаратов с вице-софитов ДТ. Это же нереально, это абсурд. И тогда, когда будет могутная наша власная белорусская метрополия, это будет наш белорусский дом, а жиется вся это, как уже было с 91 по 95. Одразу з'явилася цікавість, одразу нас почали поважати і в Латвії, і в Литві, і в Польщі, і на Україні. Одразу почали лічитися. А коли цього нема, то коли це тут нікому не треба, залічало там. А що дотичиться Білорусщини, я переконаний, що вона поширається. Тобто, коли ми міряємо від повного нуля, коли була започаткована майстровня, ну просто недоравнальная там лічба. Большасць, ну не большасць, принамсі палова, як мінімум, здаецца, былі гарадскія. І гэта было першае пакаленне за ўсе наши стагоддзі, вырасшых у горадзе гарадскіх маладзёнаў, якія зваліся беларусамі. Сёння такіх значна больш. Там, я ведаю, што у Магілёве драматычная сітуацыя з беларускай адукацыяй, но ў Менску есть и десяток садков, моя дочка ходит в белорусский садок, есть и школы, и гимназии. Коли я был взрослый у своей дочки, и навіть коли я шел в майстровню, про такое просто не было сразу, не было нигодной школы, никаких классов. В мастацком училище, где я учился, когда я начал ходить в майстровню, начал говорить по-белорусски и гуртоваться межволя вокруг себя там некую
Хевру, меня выкликал директор училища и сказал: Хоревский, я тоже белорус, но говорю по-русски. Будь добр, в стенах училища говори по-русски. Ну, я не чув апошнім часом, что пусть так ось кого-то со студентов могли прищучить и повести директора там, до директора школы за такое. А тогда это была звичайная практика. Так что и многие речи просто не заважны, многие речи робятся тихо. Там мы вот ехали в дороге, разважали там про отдельности каких-нибудь там ксянзу, там здесь на провинции. Рация это не вырашае всех проблем, это, конечно, некая лакуня. Ну, калі-нибудь там гады майстру не уявить себе, что в Менску, там, кафедральном костеле, арцебископ будет по-белорусски, будет спевать белорусские хари, будет не убиться народу, будет просто трансляция. Это что? Это просто было нереально. Так что нешта ёсць, і кожную раніцу возячы свое дзіцё той самый садок, про який я казав, там 4 припинки на тролі. Ну, понятно, дзіцё гаворить гучно, там, розповідає казки, там, ураження від цирка. Ні разу за это, там, годы я не адчуў ніякого агрэсіі. Наадварот, што мяне, шчыра кажучы, ну, крышечку бянтэжыць, там, праз дзень, дзякуй. Ой, як там, ну, дзякуй. Яшчэ пакуль мы прыцягваем увагу, можа быць, азываючыся публічна беларусамі, это як зайсці там з этими індзейскімі пёрамі, з тамагаўкам там ціхенька ехаць. Ты не жволі, пакуль яшчэ звяртаеш увагу. Но я приезжаю раз на 2 тыдні, там вяртаюся позна в Менск з іншых і недзе в гадзіне 11 сада в метро. Кожного разу я чую абсолютно мне невядомых молодых людей, якія між собку гавораць по-беларуску. Дарэчы, я у тых бацькоў дзяцей, якія са мной водзяць дзіцю, я их не ведаю. Ну, в сэнсе, я ведаю твар, но я з імі не знаёмы. Я не ведаю, чым яны займаюцца, хто это за люди. Напэўна, милые люди. Так что, калі браць ад поўнага зеро, то, конечно, прогресс есть. И я не скажу, чтоб я где-то сутыкался сегодня за агрессией. А яка порада тоді буде до нас? Ну, шмат пишуть на нашій ниві. А ось, до речі, Зміцер Бартосик тут би якраз там давно вже. Приходь, Зміцер. Олег просто сказав, що Може, пора. а вот на дресанке пошли. Олег размовляє. А що ви скажете? Я лічу, что это слушно. Я категорично не верю тем, якія кажут: ой, я, знаете, английский больше знаю, французский, ну, как бы белорусский. Не верю. Значит, этот человек не володает английским. Не треба дурить. Альбо я знаю белорусский язык, но принципиально не говорю. Хусня, значит, не верю. Уже за это 25 годов уже нагляделись на вселяки. Гэтым просто не верить. Есть психологичный некоторый барьер, как начать говорить публично. Это мне зразумела, я это отчу. Ну, сколько з майстровских часов, 30 годов, я повсюду публично користаюся своей мовой. И Порада такая и будет, публично користатися белорусской мовой. Ясно, что это есть певная перадолення, просто, ну, коли почать это робить, міжволі придумуються некие механизмы, как некие сутыкнения, ситуации неприемные згладжуються. Я, наприклад, коли вникаю, я кажу, что, пробачте, я сам албанец, я приїхав з Косово, я вивчив білоруську мову, я по-русски не розумію. Это такой агрессивный белорусский язык такой. Просто, ну, не сеется этот конфликт далее, его можно вот такими способами легко снять. У нас це питання по тлумачці. Я вам от з'явився в цій суд на початку 80-х годов, как сваральником культурного руху. Вы же были советскими детьми, мы были советскими детьми. Что есть советская школа? Вам это пришло, откуда ты суд з'явився? А нам на той час? Ну, я ж кажу, есть масса отказов. 50 отказов. Почитать за книжку. Там есть, ну, один из вельми істотных отказов, что
Ну, відаць, было нейкае ядро сфармавалася як прагле актыўнай дзейнасці. Плюс вельмі істотная рэч, што это па сутнасці было першае пакаленне непалоханых. Мы не былі нічым запалоханы. Мы пачуваліся ўпершыню даволі свабодна. Это з аднога боку, з іншага боку, улада была абсолютно не готова до з'явлення гэтага. Ад узроўню шараговага міліцыянера до Петра Мироновича Мачара, які, правда, за месяц до узнікнення майстроўні ён якраз і загінуў. Але до вышэйшага кіраўніцтва. Вышэйшае кіраўніцтва дакладала ў Москву, што ў Беларусі не можа быць ніякага нацыяналізму, у нас все это перадолено, все. А міліцыянер, які спыняўся перад каляднай працэсіяй у цэнтры Менску, не ведаў, што рабіць. А што? Ну, да нейкіх пратэстаў не быў гатовы, гэта і не пратэст. Нейкі што вясёлыя скачуць там у масках, козы, цыганы всякие, танчаць, спяваюць. Таму вот узнікла такая пауза. Хоць там некаторыя удзельнікі кажуць, што узнікнення такога вот руху дзе-небудзь у Львове ці ў Вільні было просто немагчыма. Бо адразу ідэнтыфікавалася як нацыяналізм і это рэпрэсіі рассыпалі бы это все, дзялілі бы эту моладзь. У Беларусі утварыўся вакуум пасля смерці Нашэрава. Нейкі такі бурбалка павісла, ніхто не ведаў, што будзе. Не было досвіду, як з гэтым змагацца. Это зараз ясна, што вышел на улицу, пляская лавка, значит, неформал брать. Фас. А тогда ничего не было, навыков таких абсолютно. Ну и еще куча всяких причин. Я же кажу, тому чудом и названо, потому что одной такой нема. Можно вытлумачить, скажем, ростом продукта на белорусской мове, ростом нашего национального культурного продукта. Коммунисты сами себе загнали в пастку в своей концепции там, сближения наций праз их росквіт. Тобто, з одного боку, яны открывали мастацкие музычные училища, там проводили, там, я памятаю, в 82 году стагоддзя Купалы Коласа, это же был триумф национализма, это только глухі сляпы там не чуў, не ведаў про Янку Купалу, Якуба Коласа. З одного боку там 10-100 тысячные наклады, там Короткевича книг, там какие-то оперы, там балеты, выставы мастацкие. Ну, и этот продукт расце, ну, и как бы, ну, нехта ж его, значит, споживает. Это книжки, эту литературу, это и атрымліваецца, ну, дыэлектычна, калі продукт рос, то, урэшце-рэшт, знаходзіліся его аматары, знаходзіліся его спажыўцы. И тады таксама можно вытлумачыць, что белорусы стали абсолютной большасцю номенклатуры на всех посадах, сверху донизу. Уже не треба было озираться, там 99%. Вся система адукации замкнулась на Беларуси, от мастацкой школы, мастацкой училища, театрально-мастацкий институт. Там можно было стать у Минску ядерным физиком, там, или там нейрохирургом. Уже не треба было никуда выезжать, уже выкладчики своей профессуры, свое все замкнулось на одной территории. И, конечно, это тирана поздно привело. Там, когда там перемога там, Минского Динамо, там это воспринималось как национальная перемога. Там, Тбилисского, там, Сибирского. И тирана поздно что-то. Ну, оно есть речь объективно. Все можно, конечно, вытлумачить, все так логично раскласти. Но немагчыма растлумачыць нічым эмоцыі там юнака, якого раптам это праклінулася зверх. Это сапраўды нейкі цуд. Тут сколько б мы это не тлумачили, что поехал до бабы, там по-белорусски. Вот моя ситуация. 20 километров от Минска, мои 20 километров. Ну, как все по-русски, как бы, в городе сядаем в электричку, а тут соседи, тут одноклассники, это же по белорусской школе. Тут ряды по белорусски выходят уже как бы на перрон, там все, и уже там, ну как это, здравствуйте, мама, ну, уже со своими батьками. И ты бачишь, что, ну, некая есть тут проблема, что вот мы вышли
с электричками. Тут белорусы сели, вышли у Минска, уже нет. На дзіцячую психику это вельмі моцно впливає. Это ловятся такие моменты некие. Адкуль взялося жаданне зрабіць выбор на карысць беларушчыны, гэта цуд. Не все магчыма вытлумачыць аб'ектыўнымі прычынамі. Там, я думаю, назва надзвычай. Ну и у нас там уже давно Змитер Бартосик в сенях. Бартосик. Дорогие сябры, калі ёсць яшчэ там пытанне два, бо А можно не по теме? ну, паспрабуем. 120 годов Горецкому навошта Середзічу убіў галаву, што вот гэтыя легенды про Горецкага. Бедны Середзіч пастаяў іх усур'ёз. Там же усур'ёз яны перадрукавалі ваши легенды про Горецкага. Расскажи коротко про гэта. Ведаеце, это проблема Середзіча. В таких выпадках кажуть, учите матчасть. Это было зроблено з речью абсолютно агульновідомих. Навошта патлумач? Потому что это написано в законах поэтики. Коли сказать, что это верш, ни у кого не возникне питання, чому это так. Это белый верш. А коли спробовать это на пальцах потлумачить, то коли я хочу, я вибачаюсь, это сопродано по теме, коли я хочу выказать свои отношения до своей культуры у межах культуры агульночеловечей, яку я ведаю, именно это то, яку я ведаю, якой повинно быть это взаимодействие культуры, якими повинны быть это взаимосувязь, то я таким чином просто реконструирую то, что повинно было быть. Вот и все. Я никого не подманываю, я могу подмануть только того, кто ничего не ведает. Ну, на жаль, Середзіч. Не Не читал ни Камю, ни Сартра, ни Горецкого. Ты думался, что его подмануть? Бедного Середзича. Так И у подмануть, тебя здесь передруковали, по-моему, так? ну, подмануть можно того, кто не прошел курс Литературы. ни в школе, ни в университете. Конечно, того, кто ведает, этого не подманишь. Там нема ніяких ізисків, нема ніяких суперглибоких поглиблень і паралелей. Там все настільки на поверхні лежить, це уровень 10 класси середньої школи. Це яка там опошня зараз? 11. Но кто из десятиклассников читает того Камю Сартра? Я читав. Так чим провина автора, що ён... І тое, що люди знайшлися, які указали от, на гэта, это так само вельмі добре. Значить, є люди, які ведають менше. На щастя. И будем задовольняться тем, что у нас есть все-таки больше-меньше адукованные люди. Ну а то, что неадукованность стала такой массовой, ну, только можно руками развесить. Ось у меня питання більш технічне. Ви казали, я прочитав при зборі матеріалу, там прийшлося вибрати 50 чоловік, і в Лондоні отрималося якби 50 історій. А ось питання, як ви ці історії получили в одну, з'єднали в одну, і що ви робили, коли, можливо, були які, ну... Суперечности. Ну, я не скажу, что это пришлось, это довелось, это было просто, ну, фантастично приємна праця, зустрічатися зі своїми сябрами, проводити у них там вечір у хаті, записувати їх. Это все у аудіоверсії так само існує. Записувати їх розповіді. Тут не треба було ніякої особливої схеми, як це вибудовувалось, тому що всі розповідали правду.
все распавядалі про гэты перыяд, про гэты рух маладзёвы, про і драбней, там, про тагачасныя захапленні, дэталі, про іншых, хто там удзельнічаў. Таму яно все просто іншымі словамі. Ще вельмі важна, што кожны распавядаў сваю гісторыю. Ну, як ён прыйшоў да Беларусі. Кожны, і это 50 гісторый, они все розныя. Абсолютно. Самые розныя, значит, што зноў кажа, што это цяжка неяк тыпізаваць да аднога ўзроўня. Калі яны супярэчылі, яны ніколі не супярэчылі фактычна. Маглі быць супярэчнасці, што да ацэнак. Скажем, Сяржук Соколов-Воюш, ён больш акцэнт робіць на тое, што это все ж таки было палітычнае рашэнне, вот нейкай групы стварыць такую майстроўню. Культурніцкую наверсе ўнізе сядзела ядро таких зацятых падпольшчыкаў. И оно так и было, насамрэч, просто это ядро зацятых падпольшчыкаў хутчэй, ну, что называется, яшчэ гуляла ў вайнушку. По тым узросце, по тых зацікаўленнях, вот, даваецца што-небудзь такое вот. Бо сам той же яшчэ адзін майстровец, ёсць такі Віктор Івашкевіч, ён распавядае, што першую сваю партыю ён стварыў у школе. Але калі дайшла справа, яго было 2 сябрукі, і калі дайшла справа на тое, каб даваць складки у кассу партийную, сябруки рассыпались, и на этом партия развалилась. Ну, таких историй тут масса. Тому, калі нехта больш акцентуе на палітычным характары, он акцентуе там той же Соколов-Воюш, больш акцентуе на палітычным характары, ці Івашкевіч. Нехта на чисто культурніцкім, на спевным, але яно все сполучаецца, яно не уступае ў нейкі антагонізм паміж собой. Ну, это трэба паглядзець кніжку, тады складзецца такое. Ну што, на гэтым, калі няма канкрэтных зараз пытання, мы можам яшчэ штосьці там кулуарна так перапынку. Можна яшчэ пытанне? Буквально 15 минут. Хотелось бы даведацца ваше ставленне да такой з'яви, як білборди, ну, нібито популяризуючи беларускую мову. Там мама равно мова, ці любиш маму там, і так далі. Може бути розне, коли яны эстетично удалые, чому не. Вот эта мама мова, где школьная дошка, она как раз эстетично не усприймається. Она как каляки-маляки такие на черном фоне. А коли это некие, а чему не? А что тут кепска? Смак родной мовы, калі, но не водзін, в принципе, ідэя добрая. В нормальных краінах, например, на той же Украине, где есть специальные институции, которые занимаются популяризацией на державном уровне украинской мовы во всех сферах, такого вельмі шмат. И оно мае самый розный характер, и там есть певная конкуренция поміж дизайнерами, швидкими креаторами. У нас это еще в зародковом стане, и, ведаете, в ціні в Менску одразу это и прибрали. Не прибрали. Так, это осталось что-то, засталось что в стене. Это еще не... Но в принципе, я решу, что любые способы хороши, коли они эстетичны. Коли там написано мое первое белорусское слово «кахання». Девочка, яка реально ніколи не чула белорусской мовы. Есть и такие в городе. И она вот читает мое первое белорусское слово «кахання». Ну и может тут отбыться момент, может быть, она навіть и закахается в эту мову. Выбор на користь белорусчины, белорусской мовы – это и выбор эстетичный. Потому что так вышло по целому збігу околичності. Русская мова, якою ми користаємося. І вона, пройшовши советский период,
яна вельмі моцна насычана рознымі бюракратызмамі, штампамі і так далее. А сёння гэта руская мова, это мова тэлебачання со сваім фарматам. Ну, адкуль мы падчерпваем, там, можем новыя словы, там, пополнить свой словниковый запас. Ну, праз телевизор все. И как начинаешь там по-русски раптом, по какому вопросу плачете, девушка? Выше изложено. Думаю, это все, вот куча вот таких штампов. Когда ты говоришь по-белорусски, у тебя нема и половы этого смети, этих штампов, этих вульгаризмов. И мне падаецца часам смешновато, як моладзь шукае нейкія адпаведнікі з сучасным расійскім там вульгарызмам і жарганізмам, каб неяк перакласці, прышчапіць іх у жывую гутарковую сваю мову, это, по-моему, крыху смешновато. Сёння наша мова чыстая, яна в любых сферах жыцця, як мы бачым, там ад царкоўнай там да кніжнай прыдатная. Можно выказать любые пачуцці на любую тему, но при гэтым ты міжволі бачыш, які цуд, что у тебя няма этих штампов, что ты не чапляешься за банальности, за нейкія цитаты рекламные, за нейкую мову этих чынавенства с телеэкрана. Что это все не твое. Вот это, там, мочить в сортирах, там, сегодня, что это, ну, как бы, это не влезет в белорусский род, вот эта вся вульгарщина. І дзякуй Богу, і в маім разуменні я атрымліваю асабіста, я эстэтычную асалоду ад таго, як я ставлю словы, або наколькі чысцей гэтая мова, на якой размаўляем, насколькі менш у ёй вось гэтых пустапарожных штампаў, вось гэтай коснасці, якой, на жаль, ну, вось так лёс распарадзіўся, насычана рускай мовай. Якая сёння для нас льецца з тэлеэкрану. Ёсць яшчэ якія-небудзь пытанні? Дзякую за увагу. Калі знікнуць, то мы будзем удзячныя. Па ходу ўжо зусім нефармальная абстаноўка. А зараз мы перададзім эстафету нашаму лепшаму сябру Дмитру Бартосіку вашаму. У многіх моїх беларускіх сяброў... Да, вот так само могуць быць пытанні. У многих моих белорусских сяброў, які не хочуць, але не решаюцца перайсці на беларускую, ёсць гэты ступор говорить неправильно. Я их успокаиваю, что по-любому вы тросянку не пераскочите. Тому не треба бояться тросянки, и пераходзячы на беларускую мову, у вас спачатку будет тросянки 95, после 90, после 50%, и поступово тросянка будет заменяться литературной мовой. Вот. И но тут на якой мове не починай говорить, у тебя будет русско-английская тросянка, русско-французская по-любому, тут не справа не у Беларусі. І яшчэ наконт беларушчыны, я 2 гады не прайшоў тэхагляд, я езжу на машине, на якой 2 гады не пройдзены тэхагляд. Мяне разоў 10 спыняла ДАИ, и 1 раз я только заплатил самый минимальный штраф. Это я про то, что на белорусской мове, принамсі с даишниками, говорить вельми выгодно. Оказывается, белорусская мова это вельми серьезный экономичный чин для моего семейного бюджета. Так может легче пройти тэхагляд? Не, легче говорить по-белорусски не хочет. Я так само приехал не пусты, я привез это шматпакутный диск, який нарешті вышел. Это переклады Рыгора Барадулина, классики российской авторской песни. Ну, просто классики авторской песни. Сам жанр народился в России наприканці 50-х годов. Тут, окромя диска, тут есть еще и книга, невеличкая книга с текстами оригиналов, с барадулинскими же перекладами и с невеличкими эссе про авторов, які складають
гэтую праграму. Некоторых авторов. А? Некоторых авторов назови. Владимир Высоцкий, Булата Куджава, Александр Вертинский. Калі я загарэўся гэтай ідэяй, мне здавалася, як высветлілася, мне правильно здавалася, што па-беларуску гэтыя песні, якім некаторым больш за 50 гадоў, яны просто увальюцца ў гэты час. Яны абсалютна будуць адпавядаць сённяшняй культурнай сітуацыі. Пачну я не шмат у вас часу займу, я познаёмлю вас з некаторымі творамі. Песня Сергея Никитина на верш Анатолия Жигулина, колымская песня. Анатолий Жигулин это такі з непростым лёсам паэт. Яны таксама стварылі сваю майстроўню у 51-м ці ў 52-м годзе ў Воронежскім універсітэце, антысталінскую моладзевую арганізацыю. Яна была рассекречена, 60 чалавек атрымалі тэрміны па 58-м артыкуле, все атрымалі 25 гадоў. Праз год Сталін памёр, і яны выйшлі ўсе падчас хрушчёўскай адлігі в 57-м. Ему адзінаму, Анатолию Жигулину, дазвалялася друкаваць вершы на гулаговскую тэматыку у тоўстых часопісах яшчэ пры Брежневе. Я поеду туды, до заснеженных скалов, где калісти под лютым конвоем ходил. Я поеду туды, каб ты зноўку мяне не шукала. На раку Колыму я поеду один. Я поеду туды, не ў турэмным вагоне, і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полечу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту сіхоткі мяне паімчыць, нібы птах чвэрць стагоддзя прайшло, а прырода ўсё тая памірае за сопкай распадак крывы ды чагосьці. У знаёмым пейзажы, аднак, не хапае. Гэта там на гары не стаіць вартавы. Я ўбачыў руднік за баракам далёкім, дзе блакітная вольна буяе ласа. І душа зноў напоўніцца болем і змрокам, і з нябёсаў вадзе, як дажджынка з леса. Я поеду туды, не ў турэмным вагоне, і не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полечу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту сіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Я поеду туды, не ў турэмным вагоне, не ў труме глухім, не ў цяжкіх кайданах. Я туды полечу, быццам лебедь в алмазной короне. Ту сіхоткі мяне паімчыць, нібы птах. Дякую. А я песня Булата Куджавы, присвеченная папярэдняму паэту.
Анатолію Жигуліну, яна называется «Прыкмета». На першы позірк вельмі простая, з вельмі простой рифмой, но наколькі все просто и гениально, это лишнее тому подтверждение этой песни. Як у вышыні крумкач, значить быть в войне зазнач, а як дать ему крушить, а як дать ему крушить, это усім на фронте быть. А каб не было войны, треба крумкача забить, а каб крумкача забить, а каб крумкача забить, треба стрельбы зародить. А як станем зараджать, всім захочется стрелять, а кулі перашкод няма, кулі перашкод няма. Знойди дюрочку сама, ой, нечиненные боль, трапить бы хоть у кого, а ті у чужого, ті в свайго, каб усіх до одного. Во, я нічого больш, во, я нічого больш, во, і а нікого больш, во, і а нікого больш, апроч крумкача таго, хто поцелить у яго. Александра Вертинскага можна назваць прадцечай гэтага жанра. Чалавек з вельмі незвычайным лёсам, які сваёю асобай, сваёй творчасцю спалучыў дзве эпохі России дореволюційнай і России советской, России сталинской. В 1943 годзе ён вярнуўся з эміграцыі, вельмі